Аббревиатура ГТО произошла от названия советской спортивной программы, которая возрождена в 2013 году указом президента России и призывает участников быть готовыми к труду и обороне. Само собой, для большинства дошкольников и детей раннего школьного возраста это событие весьма отдаленной перспективы, но только не для ребят, собравшихся утром четверга на территории стадиона «Труд». Здесь проходила проверка физических данных дошколят, готовившихся вступить в гордый статус ученика полицейских и кадетских классов средней образовательной школы номер 7. Внимание! Марш! Здесь в основном, конечно, на развитие скоростной выносливости и на развитие гибкости. В обязательно, конечно, входят на злокотите 7 видов. Но 4 обязательно должны выполнять. Я думаю, что это очень легко и доступно, потому что дети приходят, 6-летки у нас не первый раз. Первый набор в классы правоохранительной направленности был организован на базе 7-й среднеобразовательной школы города Сибай в начале прошлого учебного года. Набор проходил в 5 профильных ученических коллективов. Число учащихся, как вспоминает директор школы Владимир Рысин, недостаточно большое для привлечения в педагогический состав нового сотрудника. По этой причине занятия с ребятами по многим профильным дисциплинам ему пришлось взять на себя. С образованием еще 2 кадетских классов появится возможность расширить штат сотрудников. Высокие показатели, достигнутые за учебный год, свидетельствуют о том, что педагогический опыт увенчался полным успехом. Кадетские классы отличаются от обычных классов тем, что у них есть единая форма. То есть это форма полицейского образца. То есть сама форма, она уже дисциплинирует. То есть это погоны, это пилотки, это разводы еженедельные, ежедневные, которые проводятся сотрудниками МВД у нас в школе. То есть это проверяется чистота брюк, чистота ботинок, воротники, наличие носового платочка, расчески, удостоверения. Все эти вещи дисциплинируют и дают возможность детям лучше учиться просто по общеобразовательным предметам. Решение организовать кадетский корпус на базе своего учебного заведения руководство школы объясняет необходимостью задуматься о воспитании поколения патриотов, граждан, знающих целостную картину истории, уважающих традиции своего государства. Родители будущих кадетов полностью разделяют эти взгляды и отмечают высокие перспективы для построения карьеры, которые дает профильное обучение. Познакомившись первый раз с директором школы, Алина, иди сюда. Мне понравился разговор с ним и отношение его к детям, и вообще мне понравилось и учителя сами, вот эта вот доброжелательность, которая присутствует в школе. Ну, он у нас любит спорт. Ну и перспективное будущее в дальнейшем, когда вырастет уже, с уклоном военного образования. Ну, я считаю, что особенно у мальчика должна быть дисциплина, должна быть физическое какое-то развитие, потому что в 7-й школе это же будет разностороннее развитие, не только общеобразовательное, поэтому вот мы решили идти в кадетский класс. Кадетство с ранних лет закладывает в человека выдержку и дисциплинированность, совершенно необходимые для военного. Именно в этом, по признанию взрослой аудитории, и кроется достоинство образования профильной направленности. Примечательно, что сами дети с присущим им максимализмом выражают полную уверенность относительно того, какой профессии рассчитывают посвятить свою жизнь. И демонстрируют огромное стремление стать учениками класса правоохранительной направленности. В кадетской школе есть дисциплина, а в обычной школе нет. Понятно. А ты когда вырастешь, кем хочешь стать? Генералом, а потом шахтером. В обычной школе нет дисциплины, а вот в кадетской есть. А кем ты хочешь стать? Полицейским. А зачем? Чтобы ловить бандитов. Ринат Музафаров, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.